Миша, то, что вы собираетесь исполнить, это очень необычно, и мне не терпится это увидеть. Я желаю вам удачи. Спасибо. Я, правда, тоже вживую никогда не видел. Для меня это интересно, поэтому мне тоже хочется пожелать вам удачи. Спасибо. Удивите нас. Мы присоединяемся, вас поддерживаем. Давайте поаплодируем. Ничего не бойтесь, там не страшно. Вы верите в это? Нет. Как он это делает? У него наверняка какая-то пластина внутри под кожей. Это не фокус, все дело в его теле. Но как? Это наэлектризованность кожи или магнетизм? Может, он пьет что-нибудь? Не думаю. Плиты, которые Михаил Васильев использует в своем номере, настолько тяжелые, что их с трудом поднимают 4 ассистента. Многие мечтают о таких способностях, но заветное желание самого Михаила вовсе не магическое. И, возможно, в финале программы члены жюри номинируют на исполнение именно его мечту. Впрочем, по нашим правилам, Михаил может отказаться от мечты в пользу попадания в финал. Кого номинирует жюри, скоро узнаем. Но это 3 разных материала: дерево, стекло, мрамор и не только металл. Я вижу и не понимаю, как он это делает. Если в начале номера казалось, что Михаил делает что-то нереальное, то сейчас на сцене настоящая и необъяснимая магия. Посмотрите, вес стал вдвое больше. Но, кажется, это вовсе не предел для человека-магнита. Он может еще больше. Михаил Васильев, город Чебоксары! Михаил, рассказывайте, уникален ли ваш дар или все-таки есть какие-то люди, похожие на вас? Пока еще нету, пока не встречал. Обратите внимание, диэлектрики держу. Это мрамор, стекло и дерево. Интересно, с чего все началось? Как вы приманили к себе первую ложку, может быть, прыгнула на вас? Нет, все случайно началось. На заводе железо, плоскую плиту килограмм 5 прилепилась она сама. Интересно, скажите, пожалуйста, а вы можете также притягивать, к примеру, женщин? Не, у меня жена есть, 3 детей. Ну, притянул уже. Лариса, Хорошо. Вот у меня вопрос. Если вы в советские времена работали на заводе, и тогда было такое понятие «несун». Вы знаете, это как-то, наверное, первый раз совестно и страшно. Прилепилось что-то к вам, донесли, а потом привыкли, нет? Понравилось? Сколько килограмм вы могли бы вынести с завода? Я думаю, много. 165 килограмм.
И боком через проходную, чтобы никто не заметил, но ведь А можно. мне интересно, Лариса, а вы считаете, это уникальный талант? Я считаю, что да, это совершенно что такое аномальное. Ну вот хорошо, вот допустим, я вам говорю да, а вот я развитие ваше вижу в чем? Ну в следующий раз вы 2 тонны к себе вот так прилепите, и как Ну, это я попробовал может- установить уже 170 килограмм. То есть рекорд. Рекорд 165 килограмм я установил в 2002 году. А как вам это вот пригодилось когда-нибудь в жизни? Может быть, какая-то есть история? Да я сам не могу понять. Мне многие сейчас обследуют и не могут понять. Последний раз в Голливуде был, 400 обследовали под микроскопом. Как можно в жизни применить этот ваш талант, дар? Двери открываются сами Нет, я перед вами. понимаю, пришли в гости, там что-то понравилось, попросить неудобно. Вы про Оно вроде своё, как бы сильно. Лариса. А в другом не вижу применения. Говорят, ну Всё дело в хорошо, том, что ну я- просто... Могу в гости зайти не каждому, потому что я оператор белокатор, по-другому, а экстрасенс я. Что я себя держу, это мелочь, я еще темную силу отталкиваю. Оператор белокатор определяет сразу в наличии, если в зоне покойной души, некролиз души, полтергейстер или всякая порча.